Министерство связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия представляет. В настоящее время сотовая связь является самым простым и быстрым способом коммуникации. Жители Якутии еще помнят те времена, когда стоимость минуты разговора по сотовой связи составляла 15 рублей. Сегодня картина существенно изменилась. Мы пользуемся качественной доступной сотовой связью, можем дозвониться практически в любое место, как на территории республики, так и за ее пределами. Этого удалось достичь благодаря целенаправленной работе руководства Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день мы можем декларировать населенные пункты, где есть сотовая связь. Это 465 населенных пунктов. Это, можно сказать, 98% населения республики. Если брать сельское население в разрезе, то села покрыты 94%. То есть по сравнению с 2011 годом, это 5 лет назад, то мы увеличили проникновение и охват сотовой связи практически на 30%. Также в последнее время очень активно идет работа в северных улусах. Есть программы, которые мы приняли на уровне Министерства связи и правительства. Это выделение субсидий, где предусмотрен охват строительства объектов связи в населенных пунктах от 100 до 200 человек. Сегодня на территории республики услуги сотовой связи предоставляют такие операторы, как ПАО «Мегафон», «Вымпел коммуникации», МТС и «Йота». Министерство связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия активно сотрудничает с данными операторами. Совместно реализуются социальные проекты, направленные на обеспечение сотовой связью отдаленных малочисленных населенных пунктов республики. Наша компания работает над обеспечением связи жителей не только городов республики, но и удаленных населенных пунктов. Сегодня жители более чем 200 населенных пунктов республики имеют возможность пользоваться услугами компании «Мегафон», в том числе самые удаленные северные населенные пункты. Совместно с Министерством связи республики мы в этом году реализовываем проект по обеспечению связи в малых населенных пунктах. Мы устанавливаем специализированное оборудование в партнерстве с администрацией наслегов и, соответственно, обеспечиваем связь в населенных пунктах, где невозможно устанавливать полноценные базовые станции по экономическим причинам. Вместе с развитием сети в крупных населенных пунктах мы на данный момент запустили более 400 базовых станций на удаленных населенных пунктах с населением более 200 человек. 158 из них относятся к труднодоступным удаленным местностям нашей большой республики. Мы продолжаем расширять нашу сеть. В планах на 2017 год у нас строительство еще 10 базовых станций, более половины из них тоже относятся к удаленным труднодоступным местностям. Наша цель работы Министерства связи – это полностью удовлетворить потребности наших жителей. Кроме того, как выделение субсидий, мы сейчас работаем над внедрением новой технологии использования фемтосу. Это мы говорим о той категории населенных пунктов, где живет от 50 до 100 человек. Пилотные проекты мы на сегодняшний день уже запустили в Чорапчинском улусе и в Усть-Алданском улусе. Как только, технические параметры и качество услуг оно будет соответствовать, мы это будем тиражировать на уже оставшиеся населенные пункты. В октябре 2016 года для нужд Министерства связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия разработана интерактивная карта телекоммуникационной инфраструктуры республики в целях оценки уровня удовлетворенности населения услугами связи. В данной системе возможно взаимодействие с другими геоинформационными системами, разработанными для других исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, например, для Министерства архитектуры и строительного комплекса и Министерства охраны природы Якутии. В дальнейшем планируется подключить к данной системе органы местного самоуправления республики. На сегодняшний день в зоне охвата сотовой связи находится 98% населения республики. Внедрены стандарты 3G, 4G, которые позволяют активно пользоваться высокоскоростным мобильным доступом к сети интернет.
Официальный информационный портал Республики Саха-Якутия sahagov.ru – один из главных инструментов информирования граждан о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Портал предоставляет возможность населению обращаться и взаимодействовать с органами власти, быть в курсе всех изменений, происходящих в законодательстве, правительстве, повседневной жизни республики. В 2015 году было решено сделать новый портал, в котором были учтены все нюансы по части функционала, были установлены все соответствующие модули по федеральным требованиям, а также обновился дизайн, чтобы пользователи видели новый портал, который соответствует всем тенденциям по удобству пользователей. И большая часть обновлений приходилась на внутреннюю часть, чтобы все было максимально кастомизировано, удобно, и чтобы, опять же, не отвлекало от основного вида деятельности. В новой версии внедрены новые информационные модули. Публикация инициатив, народный контроль, открытые данные. Здесь реализованы практически все достижения информационных технологий. Портал sahagov.ru стал простым и доступным в использовании. На данный момент он представляет собой модули, где есть отдельные обособленные законченные функционалы. В рамках работы с населением у нас появился достаточно серьезный модуль – это обращение граждан. Был реализован комплексный подход. Если раньше мы до 2016 года видели только те обращения, которые поступали в адрес администрации, главы и правительства, в адрес руководства, то теперь мы видим полностью весь круг вопросов, которые ставит население, в адрес руководств, министерств и, что немаловажно, в адрес органов местного самоуправления. И самое главное, мы можем обеспечивать своевременную постановку на учет, чтобы ответ был получен адресатом-заявителем. С марта по ноябрь 2016 года на sahagov.ru было зафиксировано 1566 обращений от граждан к органам государственной власти. Мониторинг позволяет своевременно реагировать на пожелания пользователей. С первого квартала 2017 года обратная взаимосвязь с населением должна быть обеспечена на территории всей республики. Он должен быть востребован как и на планшетном компьютере, вот как сейчас, допустим, видим, да, наш портал, так и на стационарном компьютере. И адаптации его от размера смартфона тоже должны быть без ущерба. На данном портале в 2017 году появится новая функция, это народный контроль, где мы будем собирать предложения от наших граждан, общественников по улучшению разных сфер. Это и ЖКХ, и дорожное хозяйство, это и по связи. Над обновлением официального информационного портала Республики Саха-Якутия ведется постоянный мониторинг. Обновляется информация о данных органов власти. Местному самоуправлению предоставлена возможность размещать всю информацию. Задействован специальный редакционный совет. Создана фокус-группа из обычных граждан, которые изъявляют свои пожелания по его пользованию. У нас сейчас реализуется модуль, называется «Опросы». То есть какая-то проблема, или, например, какая-то новация, с которой орган исполнительной власти выходит к народу, там новая субсидия или новое ограничение, что тоже бывает, да, и, в принципе, они делают с помощью этого конструктора опрос, и население отвечает. По данным сайта gosmonitor.ru, на портал sahagov.ru ежедневно заходит более 600 пользователей. С 2014 года показатель посещаемости вырос в 2 раза. И за последние 3 года в рейтинге открытости информации республика занимает лидирующие позиции. Универсальная система приема платежей за услуги «Федеральная система Город» набирает все большую популярность. С помощью системы Город вы можете с легкостью оплачивать услуги ЖКХ и связи, интернета и телевидения, вносить налоговые платежи, оплату за детский сад и многое другое – все в одном месте. Система Город стала внедряться на территории Якутии с декабря 2014 года. Мы заключили договор с Федеральной системой Город для того, чтобы нашим клиентам было удобно, быстро и качественно предоставлялись услуги по приему коммунальных платежей,
платежей за электросвязь. Учитывая, что все происходит в режиме одного окна, для обслуживания клиента у оператора уходит порядка 1 минута. Учитывая наши региональные особенности, очень большие расстояния, с февраля 2016 года мы внедрили оплату штрафов, госпошлин, налогов в режиме онлайн. Человеку не нужно выезжать в районный центр для того, чтобы осуществить оплату. Не нужно тратить деньги на такси. Это можно все сделать в отделении почтовой связи. Сейчас на территории республики действует 427 отделений почтовой связи. Посредством системы «Город» якутяне могут оплачивать практически все услуги от ЖКХ, сотовой связи, коммунальных платежей, электросвязи, интернета, кредитов, налогов, штрафов до страхования имущества. В одном окне можно получить полную информацию обо всех платежах. Здравствуйте, чем вам могу помочь? Я бы хотела оплатить за квартплату. Ага. Адрес ваш? Дзержинского, 14/1, квартира 19. За квартплату будет 3568 рублей. Вам просто 567 рублей. Это ежемесячно? Вот, пожалуйста, ваша квитанция за оплату. Спасибо большое. До свидания. До свидания, приходите еще. Хочу отметить, что мы перешли в режим онлайн. И, соответственно, если человек пришел, оплатил штраф ГИБДД, то через 30 секунд, либо через 1 минуту к нему приходит обратная связь, приходит СМС о том, что его штраф ГИБДД уже заплачен. То есть информация сразу попадает в систему. Для того, чтобы провести платеж через систему «Город», нужно взять с собой паспорт или ИНН. Больше никаких документов не требуется. А для того, чтобы оплатить, например, штраф ГИБДД, при отсутствии паспорта необходимо иметь при себе ПТС или квитанцию о штрафе. Никаких дополнительных документов при оплате штрафа не потребуется. На сегодня мы охвачиваем 13% населения по приему коммунальных платежей. Мы стремимся к тому, чтобы охватить побольше населения, чтобы население могло прийти к нам и воспользоваться услугами. Федеральная система «Город» – это автоматизированная система сбора и обработки платежей от населения. Сегодня она объединяет 80 регионов Российской Федерации, 600 банков-партнеров. Эта система позволяет создать единую базу данных, в которой консолидируется информация по платежам физических лиц. Новые информационные технологии, используемые Почтой России, сегодня предоставляют полную информацию обо всех задолженностях клиента и возможность оплаты любых услуг без квитанций и счетов.